Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В городе Удачный Мирнинского района Якутии было локализовано возгорание в здании ГОК «Удачнинский». Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате пожара огнем повреждена кровля на общей площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На тушение пожара задействованы 43 человека и 9 единиц техники. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. В Кызыл-Сыре дотла сгорел 4-квартирный жилой дом. На момент пожара в доме проживало 3 семьи. Никто не пострадал. Причина, виновный и ущерб устанавливаются. Причины я не буду конкретно говорить, пока не выяснено причинами. Но факторы человеческие, там в квартире пошло. Есть квартира одна, в которой человек пострадал, из квартиры и пошел. В данное время там, пока у нас не живут, предлагаем муниципальной сфере смотрит варианты рассматривать. В Бестяхе пресечены попытки доставить гашиш и спайс. Наркотики скрывали в вещевых передачках для осужденных. Запрещенные вещества были спрятаны одинаковым способом – в пространстве между табаком и фильтрами сигарет. Как показала проведенная экспертиза, вес изъятых наркотиков соответствует крупному размеру. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. 34-летняя мать оставила младенца одного, чтобы пойти пить спиртное. Во время обхода в Усть-Алданском районе медсестра услышала плач. Дверь оказалась открытой, и она обнаружила лежащего на кровати ребенка. Взрослые члены семьи отсутствовали. Мать вернулась в дом в тот же день, спустя около 4 часов в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также выяснилось, что многодетная мать, будучи беременной 3-м ребенком, поступила на сохранение в Усть-Алданскую районную больницу с признаками алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». За сутки в столице республики произошло сразу 2 дорожно-транспортных происшествия. В одном из них пострадал ребенок. На улице Халтурина 21-летний водитель, управляя лендровером, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине Toyota Цуксид. При столкновении пострадала 4-летняя девочка, пассажир последнего. Она была пристегнута при помощи детского удерживающего устройства, но все-таки получила ушиб мягкой ткани лица. Назначено амбулаторное лечение. На автостраде 50 лет октября опрокинулся 18-летний водитель на УАЗе. В результате ДТП он получил ушибы головы, грудной клетки и предплечья. Назначено амбулаторное лечение. Все водители были трезвы. По фактам проводится проверка. Госавтоинспекция Якутска обращается ко всем водителям быть внимательными на дорогах и не превышать правил дорожной безопасности. У жительницы Нижнего Бестяха из квартиры пропали золотые кольца. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 25-летний местный житель. В тот вечер потерпевшая и подозреваемый познакомились на дискотеке. Девушка с подругами покинула заведение. Мужчина пошел ее искать, но не застав дома, вынес золото. Дверь была не закрыта. Возбуждено уголовное дело о краже. В Мирном прокуратура защитила права пенсионера, которому пенсионный фонд не хотел оплачивать проезд на отдых. Пенсионер обратился в уполномоченный орган с заявлением о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха. По результатам рассмотрения заявления пенсионер уведомлен об отказе в выплате компенсации в связи с выездом на отдых за пределы территории Российской Федерации. Прокуратура не согласилась с решением пенсионного органа и в связи с выявленными нарушениями закона Российской Федерации о государственных гарантиях и компенсациях лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в интересах пенсионера обратилась в суд. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города Мирного. В Алданском районе возросло количество техногенных пожаров. В этом году уже погибли 5 человек. В сравнении с прошлым годом за весь год жертв было 7. Основными причинами возгораний сотрудники МЧС называют неосторожное обращение с огнем и неисправную проводку. Нередко к несчастным случаям приводит и алкогольное опьянение. Продолжение темы в сюжете Татьяны Вахниной. Разыгравшаяся огненная стихия – это всегда трагедия. Ее исход можно считать благополучным, если ущерб от пожара исчисляется только деньгами. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го, в этом году в Алданском районе количество пожаров возросло на 30%. На территории района у нас не совсем спокойная обстановка. В этом году наблюдается значительный рост даже по количеству пожаров. У нас 26 пожаров с начала года на территории района. В прошлом году этот показатель составлял 20 пожаров.
За неполные 5 месяцев 2018-го в результате пожаров пострадали десятки человек. Трагедии унесли 5 жизней, среди которых 11-летний ребенок. Число жертв сотрудники МЧС называют чрезвычайно высоким. Основными причинами пожаров остаются неисправная электропроводка и нарушение правил эксплуатации электроприборов и печей. Нередко к трагедии приводит неосторожное обращение с огнем. Спасатели призывают соблюдать осторожность при сжигании бытового мусора и разведении костров. Просьба внимательнее все-таки относиться к источникам возникновения пожара. То есть и это открытый огонь, и электроустановки, электроприборы, и отопительные печи. Причины, приведшие к отдельно взятой трагедии, в каждом случае индивидуальны. Между тем, нередко первоосновной предпосылкой становится алкогольное опьянение. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. На этом у меня все. Берегите себя.